От Дальнего Востока до Западной Европы, от Сибири до Индостана. Много веков назад цивилизация номадов простиралась на десятки тысяч километров. Сегодня племена кочевников стали народами, живущими в независимых государствах, но все они сохранили свою исконную культуру выживания. Как номадические традиции живут в современном мире? Об этом в программе «Этноспорт». Тогос-Кумалак – древняя игра кочевников. Правило Туздык. Проект Тогос-Кумалак на Арбате. Мир вашему дому! Наши предки имели особое мировоззрение, свойственное только кочевым народам. Небо, по их представлениям, было всевидящим оком, а каждое действие человека влекло за собой последствия, которое либо поощрялось, либо каралось небесным богом Тенгри. Неудивительно, что именно кочевники с их философией придумали столь удивительную и уникальную игру Тогос-Кумалак. Современные спортивные игры основаны на стремлении взять верх над соперником, попросту уничтожить его. В Тогос-Кумалак все по-другому. Цель игрока – собрать больше богатств, то есть игровых камешков. И это вовсе не мешает сопернику сделать то же самое. Когда наверху было создано синее небо, а внизу черная земля, между ними был создан человек. Эти слова прямых потомков хуннов, тюрков, отразились на правилах игры Тогос-Кумалак. На доске лунки противников расположены друг против друга. В игре нельзя, как в шахматах, а порой в шашках, ходить вверх или вниз. Можно только в середину вправо, потому что верх – это место Бога, а ниже – духи. Человеку осталась только середина. То есть из-за того, что ходы разрешены лишь в определенном направлении, прямого столкновения противников нет. В народе игру в Тогос-Кумалак часто называют алгеброй чебанов, среди которых раньше она была очень популярна. Находясь где-то на пастбище, они коротали свое время за игрой в Тогос-Кумалак. Говорят, что вместо камушков они использовали шарики овечьего или козьего помета, а лунки копали прямо в земле, поэтому могли играть где угодно и когда угодно. В дословном переводе с кыргызского языка название игры, которое звучит как «Тогус-Коргуол», означает «9 горошин навоза». Этот перевод вызывает некоторое сопротивление у сегодняшних поклонников Тогос-Кумалак. Однако в реальности причин для этого нет. Человечество не единожды использовало природу как пример для подражания. Так появилось современное пение, как способ подражания птичьим голосам. Архитектура, как попытка воссоздать сооружение, подобное жилищу муравьев или пчел. По мнению английского историка и археолога Эрнеста Маккея, такие игры, как Тогос-Кумалак, Бестас, 5 камней, получили широкое распространение среди различных племен Азии более 5000 лет назад. И в качестве образца для подражания элемента игры в те далекие времена были взяты природные бараньи катышки небольшого размера и круглые по форме. Мне стыдно признаться, но эта древняя игра для меня большая загадка, и я имею о ней весьма смутное представление. Но сегодня, наконец-то, настал день, когда я разберусь во всех тонкостях и правилах этой игры. Это центр города Алматы, пересечение всем известного алматинского Арбата и улицы Панфилова. С недавних пор здесь каждую субботу собираются те, кто желает разобраться в правилах игры Тогос-Кумалак, а также те, кто уже понял ее суть и готов совершенствовать свое мастерство. Этого юношу зовут Нурасыл, и, как говорят, он многократный чемпион по Тогос-Кумалак. Его мама лучше расскажет об этом. Мой сын занимается с октября месяца, с прошлого года. И за этот год мы поучаствовали в 3 соревнованиях. Он занял 2 бронзы, и последний серебряный медаль он завоевал в честь 20-летия независимости Республики Казахстан. Я вас поздравляю. Решили, пока он маленький, начнем мы с умственной игры. И из них мы вот выбрали Тогос-Кумалак. И учителя даже заметили, что ребенок более стал концентрированным, внимательным. И улучшились у нас знания по математике. Ух ты, дай 5.
Пожму. Давай, желаю тебе удачи дальнейших, быть тебе чемпионом мира. Молодец, Нурасул. Название игры «Тогыз Кумалак» переводится как «9 камушков». И в этом есть некая магия цифр. Именно с математической точки зрения девятка – это очень особая и многогранная цифра. Например, если ее умножить на любую другую цифру, то в сумме получается девятка. Смотрите сами. 9 умножить на 5 равно 45. Складываем четверку и пятерку, и получается девятка. Или 9 умножить на 2 равно 18. Складываем единицу и восьмерку, получается опять девятка. Я же говорю, магия. Число 9 считалось священным у древних монголов и тюрков. И кроме того, у намадов было принято считать, что 9-е поколение завершает родственную связь. Для кельтов девятка – символ числа феникса, птицы возрождения. В нумерологии число 9 означает торжество духа над материей. И так мне объяснили, что у каждого игрока есть 9 лунок и 1 казан. Цель игры – собрать в свой казан больше 81 шарика. И сейчас, под руководством опытного наставника, я сделаю свои первые шаги в игре «Тогыз Кумалак». Ну хорошо, Арман. Значит, ход делается из любой лунки. Берем все шарики. Один оставляем. Остальные раскладываем, не пропуская ни одной лунки против часовой стрелки. Смотрим, куда попал последний шарик. Последний шарик попал в 5-ю лунку. И стало там четно. Если четно, мы забираем, выиграли все, что там находится. Четно и в этих лунках тоже стало. Последний шарик куда попадает. куда попал. Теперь ваш ход. Все понял. Теперь моя задача тоже так сделать. Старайтесь попасть в ту лунку на противоположной стороне, где нечетно. Ага. Нет, лучше я пойду вот этой. Один оставляю, да? Да, один оставляем. 8. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот. Вы сделали ошибку. Я просчитался. Да. Первый шаг и пока неудача, ведущий немного в растерянность. Как тогда быть? Это начало игры, так что вы ходите. Ходить, да? Не обязательно стремиться завоевать эту лунку. Ага. Вы можете создать ситуацию, когда под боем окажется много лунок. То есть, если вы сходите, конечно, вы можете не выиграть, но вы создадите ситуацию, где много нечетных появится. Все, Будущие выигрыши. Мгм. Хорошо. Хожу так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот, четно забирайте. Ваш первый выигрыш. Лиха вида начала. Игру в Тогыз Кумалак часто сравнивают с игрой в шахматы. Обе эти игры требуют от игрока большой памяти и логического мышления. Я хорошо играю в шахматы, но, на мой взгляд, игра в Тогыз Кумалак занимает у меня гораздо больших усилий над запоминанием и продумыванием правильных ходов. Если при игре в шахматы один ход подразумевает перемещение на доске всего одной фигуры, то в Тогыз Кумалак за один ход перемещается сразу несколько камешков. И ситуация на доске может полностью измениться в результате одного хода. Игра Тогыз Кумалак развивает математическое мышление, так как подразумевает возникновение на доске большого числа потенциальных комбинаций. Согласно мнению нашего эксперта Еркебулана Халелова, уже после 11-го хода на доске возникает более 10 миллионов вариантов потенциальных игровых комбинаций. Ну, я вот сделаю тактический ход вот такой. Хорошо. Ну, если я, например, одна у меня остается, Одним я тоже можно, могу да, ходить. можете выиграть, да. Я вот так пошел и все забрал. Все забираете, выиграете. Так, все, начинаю понимать. Партия может продолжаться 4-5 часов. Здесь важно умело сочетать защиту с активным наступлением. В
ходе игры соперникам приходится использовать все 4 основных математических действия. И чем быстрее игрок будет считать, тем больше у него шансов на выигрыш. Я хочу показать вам, как быстро, не пальцами вот считать. Вот как начинаешь, и я хочу показать вам несколько приемов, которые убыстряют. То есть, например, здесь у нас получается 7 шариков. 7 шариков, количество шариков в лунке прибавляем к номеру лунки. 7 плюс 6 – 13. 13 минус 10. Это мы попадаем в третью лунку. Вот. Видите? Третью лунку. Есть специальные формулы. Вот. Запоминайте число 10, 19, 28, 37. Если 10, сумма, 19, 28, 37. Так, что мне даст? если сумма шариков, количество шариков и номер лунки будет больше 10, отнимаем 10. Мы определяем, куда попадет номер лунки. Если больше 19, отнимаем 19. Мы точно можем определить, куда попадет шарик. Вас этому кто-то научил или это классика просто? Это классика, да. Сейчас Тогус Кумалак развивается как спорт очень интенсивно. Вот. Проводятся чемпионаты мира, чемпионаты Азии. Наши ребята вот только что вернулись с Монголии. Сейчас они играют в Караганде. Вот. Постоянно проводятся соревнования. Если вернуться к истории, то игра, начавшись с кумалаков, развилась в Уние-Тугулах, Бестемше, Есен-Коргуол, Коздату и дожила до наших дней в виде Тогус Кумалака. Точно так же, как чатуранга, появившаяся в Индии, перешедшая к арабам под названием шантранж и пережившая множество эпох, стала современными шахматами. Главное же отличие между эволюцией этих игр заключается в том, что в разработке шахматных правил участвовали представители как Азии, так и Европы, тогда как систематизация правил игры Тогус Кумалак идет напрямую от древних кочевников и их потомков. Я заметил, что в этой игре есть своеобразная эстетика. Эстетика красивых, эффективных логических ходов. И порой я готов аплодировать своему наставнику за его безупречные и точно выверенные ходы. Но, похоже, сейчас он поаплодирует мне. Раз, два, три. Молодец, Сава. Вот так вот. У каждой игры существуют свои правила, стратегия и конечная цель. Например, в шахматах важную роль играет своевременное введение в игру нужных фигур, общий контроль над ситуацией и территориальное преимущество. В игре Тогус Кумалак есть присущие только ей стратегические и тактические методы. К примеру, есть правило туздыка. Вот смотрите. Это одно из исключений из правил. То есть в этом изюминка и соль игры. Я походил, после моего хода здесь стало 3. Да. 3 нечетные. Оно вроде как не берется, но есть исключение из правил. Один раз за игру, если вы сделали 3 на стороне противника, вы забираете все 3, ложите в свой казан, вы выиграли эту лунку. То есть это называется туздук выиграли. Туздук – это приправа по-казахски. То есть теперь эта лунка принадлежит мне. И после любого вашего хода, все, что попадает туда, или после любого моего хода, все, что попадает в туздук, оно автоматически попадает в мой казан, владельцу туздука. Кыргызские коллеги называют эту лунку туз. Если рассматривать этот вопрос глубже, то существует 2 значения корня слова туз – соль и туз – степь. Многие исследователи, опираясь на этимологию слова и суть данного исключения из правил, говорят о том, что лунка туздык олицетворяет собой место в степи, где делали жертвоприношения. Такой обычай существовал и у хуннов, и у казахов. Игра Тогус Кумалак построена на военной стратегии и тактике боевых действий древних хуннов, среди которых есть манера атаки, обороны, подготовка засады, отделение главных сил от арьергарда, внезапное нападение и прочее. Правило же туздык в игре подразумевает принесение жертвы богу перед выступлением в поход. Еще я заметил, что для игры в Тогус Кумалак необходимо включение не только ума,
но и шестого чувства, интуиции. Ум обрабатывает объективную реальность, а интуиция позволяет увидеть какие-то нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в ходе игры. И это очень мне нравится, это очень в моем стиле. Я вот так пойду. Да. Вот вы выиграли туздук. Туздук. Да. Все, я выиграл туздук. Я все забираю себе Да, себе уже. и кладу туздук сюда, сюда. Теперь и у меня есть туздук. Шансы уравнялись. Я вот так вот пойду, чтобы здесь уже Да, четно у вас не Вы уже получилось. начали защищаться. Так. Вот, научились. Ох. Исход игры может решить всего один неверный ход. Поэтому во время игры необходимо быть предельно внимательным, чтобы не совершить ошибки и не потерять собранные камушки. Вот сейчас я защищаю вот это поле, эту лунку. Эта игра не только развивает, но и дисциплинирует. Ребенок, играющий в Тогус Кумалак, может обучаться основам сохранения самообладания и, как результат, в любой ситуации чувствовать себя комфортно, проявляя себя как личность, имеющую свой взгляд, свою позицию на ту или иную ситуацию. Этот надо было убирать. Точно. Да. Второй раз вы на это меня ловите Я уже. специально делаю, чтобы у тебя отложилось в голове. Да. Второй раз. Теперь отложилось. Вот. Теперь уже зевать никогда не будешь. Теперь зевать не буду. Вот. В конце игры, когда остается очень мало шариков, ходов, нужно стараться экономить ходы. То есть просчитывать количество ходов своих оставшихся. Если у игрока закончатся шарики на своей половине, то есть он остался пешим. Это положение называется ацратар. Ацратар. То есть остаться пешим. А если остаться пешим, значит проиграл. То есть даже иногда выигрывая, можно попасть в ситуацию ацратар, при котором не остается ходов, нечем ходить. Тогда в этом случае все, что находится на поле шарики, вот, переходят в казан того, у кого еще есть ходы. Я вижу, в этой партии песенка моя спета. Вот, я объяснил вам азы, Да. начало. Все приходит с опытом. С опытом. Теперь у меня новое увлечение появилось. Да, я думаю, что это надолго. Азартная, интересная игра. Большое спасибо вам за эту игру, за ваши консультации, за ваши вот примеры. Да, я восхищен вашей игрой, вы профессионал своего дела. Долгое время игра в Тогус Кумалак была незаслуженно предана забвению. Но сегодня, благодаря стараниям энтузиастов, она уверенно возвращается в народ. Еркебулан Халелов по профессии инженер-механик. Игрой Тогус Кумалак занимается уже больше 30 лет. Вначале это было просто хобби, но потом увлечение переросло в страсть. Еркебулан является активным популяризатором древней национальной игры не только среди казахстанцев, но и среди иностранцев. Более того, благодаря своей профессии он сумел самостоятельно сконструировать и создать новый вариант игральной доски. Я постарался создать доску современную и удобную для игры. Вот. В то же время мне хотелось, чтобы эта доска выглядела, имела национальный колорит, так как это казахская национальная игра, интеллектуальная игра. Даже невооруженным глазом видно разницу между двумя досками – прежней и нынешней. И дело не только в дизайне. В новом варианте доски предусмотрены специальные наклонные плоскости, благодаря которым шарики послушно выстраиваются в ряд. И это значительно облегчает их подсчет в ходе игры. Проект «Тогус Кумалак» на Арбате – это 5 игровых столов, которые никогда не пустуют. Проект появился сравнительно недавно, в начале лета. И возник он благодаря энтузиазму Еркебулана Халелова, которого поддержал Международный фонд. Заместитель генерального директора этого фонда Булат Байболов теперь и сам стал активным сторонником возрождения национальной казахской игры «Тогус Кумалак». Игра была выложена несколько лет назад на портал интеллектуальных игр
в Канаде. И сейчас на данный момент сложилась ситуация, что скачано более 1 миллиона. И каждый день по 2-3 тысячи скачиваний. Не будет преувеличением сказать, что сегодня я сделал свое самое большое открытие за последнее время. Я открыл для себя древнюю игру номадов Тогыз Кумалак. Бесценное сокровище, переданное нам предками из глубины веков. Я увидел магию и мудрость этой игры, бесконечную вселенную, в которой все полно логики и взаимодействия. Поистине, Тогыз Кумалак – это наше национальное достояние, культурное наследие, которым нужно не только гордиться, но и пользоваться. Друзья, играйте в Тогыз Кумалак. Это полезно, это азартно, да и вообще, это сейчас очень модно и круто.